Поиски алмазов в Якутии начались осенью 1948 года. В августе 1949-го геологическая партия Григория Файнштейна нашла в Сунтарском районе первый драгоценный кристалл. Однако после этой находки прошло долгих 5 лет, прежде чем геологи обнаружили коренное месторождение. 21 августа 1954 года геолог Лариса Попугаева открыла первую в Советском Союзе кимберлитовую трубку, легендарную «Зорницу». А уже в феврале 1955-го в ходе поисковых работ молодой геолог Владимир Щукин, прилетевший в составе Амакинской экспедиции, нашел обломок метаморфической породы. Когда набирал снова породу и увидел кристаллический сланец. Это порода, которая составляет фундамент платформы. Да? Он мог быть вынесен только кимберлитом, потому что в то время считали, что он находится где-то на глубине порядка 2 километров. Так, значит, он только мог вынести на поверхность только кимберлитом. Вот в этой точке я сразу задал шурф. Копал его Большов Николай Андреевич. Он 2 метра прошел, рыхлая порода была. И дальше кимберлит. Название месторождения стало символическим не только потому, что его удалось открыть в первые дни работы экспедиции. Как выяснилось в ходе предварительной разведки, Удачное представляет собой 2 кимберлитовых тела, которые идут почти параллельно, соединяясь у поверхности. Расположено месторождение на северо-западе Якутии в 14 километрах от полярного круга, в зоне вечной мерзлоты. Параметры карьера по верхней части его получается 2 километра по этой плоскости и 1,5 километра по ширине. Разработка трубки не велась почти 10 лет. Лишь в 1967 году была поставлена задача подготовить базу для строительства самого северного горнообогатительного комбината. На трубку «Удачное» были брошены все силы, и в ночь с 29 на 30 июня 1967 года на фабрике номер 11 были получены первые алмазы. С 1967 по 1971 год на месторождении шла отработка алмазоносных россыпей верхних горизонтов. Первый проект карьера до глубины 400 метров был выполнен в 1970 году, и вскоре на Удачном началась добыча кимберлитовой руды. В это же время приступили к строительству новой обогатительной фабрики номер 12 в непосредственной близости от алмазоносной трубки. 11 апреля 1971 года на месторождение был доставлен первый экскаватор с объемом ковша 4 кубометра. Горняки приступили к промышленной отработке рудного тела. Поэтапно велись буровзрывные, вскрышные и добычные работы согласно проекту. Одновременно шло пополнение технологического парка. Карьер «Удачный» в то время стал вторым предприятием в Советском Союзе, где работали самосвалы БелАЗ. 16 февраля 1979 года приказом Министерства цветной металлургии СССР рудник «Удачный» был реорганизован в Удачнинский горно-обогатительный комбинат. Объемы добычи и планы росли. В этом же году на предприятие поступила первая партия большегрузных автосамосвалов «Камацу». В смену тогда одновременно выходило около 100 машин. Когда я еще работал мастером, вы знаете, какая красота в карьере, особенно в ночное время. Вот. Когда проходит пересменок, и смотришь на дно карьера, и гирлянда фар. В 1983 году рекордный объем по вскрышным работам составил 25 миллионов 240 тысяч кубометров, а пиковый показатель по добыче руды был зафиксирован в 1990 году – 13 миллионов 260 тысяч тонн. В 1982 году в карьере «Удачный» была введена система «Карат», которая предназначалась для измерения веса и объемов вывозимой руды. В 1987 году для вовлечения в эксплуатацию глубоких горизонтов месторождения и поддержания мощностей Удачинского ГОКа был разработан проект реконструкции карьера. В тот период объемы вскрышных работ в карьере стали резко падать из-за недостатка технологического транспорта. «Камацу» уже устарели, а БелАЗы больше находились в ремонте, чем на линии. Тогда и было принято решение пополнить автобазу Удачнинского ГОКа техникой «Катерпиллер».
Изменением старых технологий на ноги повысилась производительность труда, во-первых. Условия ремонта, и все, более качественная техника появилась. Это фирмы Камацу, Фиаталис, бульдозера фирмы Камацу. Это в 80-е годы была фирма Камацу, НД-1200 занимались перевозкой. Также бульдозера Фиаталис, Б-31. В 90-е годы, так как карьер начал углубляться, НД-1200 это двигатель электрической машины. Они, моторы начали греться на больших подъемах, перешли на новую технологию в 90-е годы на фирме Caterpillar. В 1995 году на карьере был введен в эксплуатацию завод по приготовлению эмульсионных взрывчатых веществ. Это снизило себестоимость буровзрывных работ и повысило безопасность труда, а также сохранность алмазов. Если брать 80-е годы, то это был в основном у нас, конкретно у взрывников, ручной труд. То есть ручная погрузка, ручная разгрузка ВВ, ручная зарядка ВВ. Вот. В 90-е годы у нас стало применяться эмульсионное ВВ, зарядные машины. Это, конечно, большое, можно сказать, облегчение замена ручного труда на механизацию. У нас сейчас где-то порядка 60% труд механизирован. В 1996 году в карьере был отгружен 300-миллионный кубометр с крыши. С этого момента начался очередной этап его реконструкции. В связи с отставанием по вскрышным и добычным работам специалистами было принято решение изменить проект карьера и перейти на новую конструкцию промежуточного и конечного бортов. Таким образом, благодаря новым техническим решениям, отставание от проектного графика по вскрыше было ликвидировано и предотвращено резкое снижение объемов добычных работ, как минимум на 5-6 лет. Период с 2000 по 2004 годы ознаменован внедрением новой специализированной карьерной техники и современных технологий. Это гидравлические экскаваторы Демаг, автопогрузчик Леторн, который используется на основных и вспомогательных работах, буровой станок Тамрок. Внедрен мониторинг воздушной среды в рабочей зоне карьера. Автоматически отслеживается температура и газовый состав в разных точках карьера, ведутся наблюдения за деформацией бортов карьера, поведением отдельных нарушенных участков. Также применяется система тросово-сетчатых завес для удерживания осыпающихся кусков породы с бортов карьера при их выветривании. Сооружение канатной системы подвески водовода позволило сократить расход труб и заметно снизить потребление электроэнергии на водоотливе. В процессе эксплуатации проект по отработке карьера «Удачный» неоднократно подвергался корректировке. Однако основные работы были выполнены в 2010 году, а с 2011 Удачнинский ГОК приступил к доработке рудных целиков. Речь идет о той руде, которая вышла за первоначальные проектные границы. Изначально по детальной геологоразведке размер рудного тела был спрогнозирован в меньших объемах. Таким образом, в бортах как восточного рудного тела, так и западного остались рудные целики, которые необходимо отработать. В этом году мы заканчиваем отработку карьера. Сейчас мы работаем производим локальную такую реконструкцию западного борта, отрабатываем прибортовые целики. То есть мы уже не углубляемся, до отметки карьер уже отработан до минус 320. Дальше уже подземным способом будут отрабатывать. В настоящее время мы работаем по последнему проекту в истории Удачнинского карьера. Это технический проект по доработке карьера «Удачный». Мы сейчас ведем реконструкцию западного рудного тела. То же самое, чем сложный этот проект, то что ранее, когда мы отрабатывали по первоначальному проекту, если у нас были высокие борта в пределах 45 метров, мы их делали ломанами. Там наклонная верхняя часть была под 75 градусов и нижележащий горизонт под 90 градусов. То есть по данному проекту у нас сейчас мы отрабатываем 45-метровые уступы вертикальные, что усложняет, конечно, и отработку горизонтов, также содержание, зачистку верхней бровки отработанных горизонтов. Тем более у нас горизонты все тупиковые.
усложняют процесс технологически тем, что мы пока не отработаем горизонт на необходимую отметку, мы не можем производить подготовку горной массы, бурение, взрывание. Мы подготовку горной массы ведем только в отступающем порядке, когда уже прошли горизонт, тогда начинаем подготовку горной массы, буровые работы. И еще, чем сложный проект, очень сложные горно-геологические условия. В связи с опасностью обрушения породы в нижней части карьера «Удачный» было решено использовать погрузочную технику и самосвалы на дистанционном управлении. Сейчас эти машины успешно эксплуатируются в карьере, став первым подобным опытом в акционерной компании «Алроса». Для работы на крутонаклонных съездах были закуплены шарнирно сочлененные автосамосвалы, которые также зарекомендовали себя в работе с положительной стороны. Карьер «Удачный» уникальный. Чем он уникальный? Это впервые в мировой практике в карьере «Удачный» пройден крутонаклонный съезд. Естественно, усложнились наши работы тем, что по крутонаклонному съезду мы уже не могли использовать большегрузный транспорт. Это КАТ-785. Были приобретены шарнирно сочлененные КАТ-740. Процесс добычи у нас идет в два этапа. 740-е у нас поднимают руду на отметку минус 35. Там у нас организована площадка перегрузки. Мы в дальнейшем те же самые объемы мы уже перегружаем на большегрузный транспорт КАТ-785 и поднимаем на гора народный склад. В 2015 году планируется добыть открытым способом 1 миллион 50 тысяч тонн руды. Однако, как утверждают специалисты, это не все объемы, которые содержатся в целиках по западному борту карьера. С августа по декабрь 2015 года, при технической возможности, эти запасы планируется отработать в дополнение к плановым объемам. Основные взрывные работы по западному борту карьера были закончены в апреле текущего года, и в настоящее время производится вывоз отбитой руды. С 1 декабря 2015 года в отходящем порядке планируется взорвать восточные рудные целики, где сейчас проходит транспортный съезд, после чего доступ на дно карьера будет возможен только через подземные горные выработки. Январь 2016 года будет ознаменован полным окончанием открытых горных работ в карьере. Сегодня трубка «Удачная» представляет собой уникальное инженерное сооружение, являясь крупнейшим месторождением алмазов не только в нашей стране, но и во всем мире. По поверхности карьер имеет размеры 1600 на 2000 метров, а в глубину достигает 640 метров. Общий объем добычи за период эксплуатации более 347 миллионов тонн, объем вскрыши более 370 миллионов кубометров. Создавался карьер не одним поколением специалистов. Кто-то приехал сюда за романтикой, кто-то по зову сердца. Но в основном это те люди, кто посвятил себя нелегкой профессии горняка, на чьих глазах росло и развивалось предприятие, становясь флагманом алмазодобывающей промышленности России. Их трудовой подвиг золотыми буквами будет вписан в летопись акционерной компании «Алроса». Начинал свою трудовую деятельность помощником машиниста. Мне нравилось, и тем более я впервые увидел такие громадины, экскаваторы КГ 12,5 кубов. Меня сразу это заинтересовало, и я дал себе обязательство в короткие сроки познать эту технику и стать машинистом. Буквально в течение 2 лет я обучился, сдал экзамены и работал уже машинистом КГ. Тогда больше было, скажем так, энтузиазма, и присутствовало такое понятие, как «нужно». Нужно сделать, не считаясь со временем, там, и в выходные выходили на работу. Лихие 90 прожили, вот с материком сравнить, это здесь мы как типа достойно это все пережили. А так что, все нормально, здесь стоит только карьере вспомнить 80-е, 90-е годы, когда он рекорды ставил, когда
ГОК «Удачный» был в авангарде, короче, локомотивом всей компании. Так что этим можно гордиться. В этом году исполняется 60 лет открытия месторождения трубки «Удачная». Она открыта была в 1955 году. Я родился в 1955 году, и в этом году мне 60 лет исполняется. Ну, можно сказать, всю жизнь отработал в карьере «Удачной». В Алросе вообще всегда я считаю, что условия труда были нормальные, как-то стабильно мы жили, и люди в других компаниях работают, гораздо больше хлебнули, я считаю. Ну, а условия севера, они и есть условия севера. Их никуда не денешь. Их можно как воспринимать, как эти трудности надо воспринимать как данность. Сегодня в коллективе «Карьера Удачный» трудится 355 человек. Это не только те, кто начинал здесь свою трудовую деятельность, но и люди, которым предстоит продолжить начатое дело. Есть молодые специалисты, приходят молодые ребята, обучаются, и тоже нравится им работать, работают с удовольствием. Ветеранам прежде всего здоровья. Ну и кто уезжает, обустроиться нормально. Пожить на пенсии хорошо, долго еще. Ну а молодым оглядываться на ветеранов и работать, как мы пример. Кто начинал карьер, кто продолжал и кто заканчивает, они должны гордиться, что они здесь работали. Потому что это уникальная выработка таких глубоких карьеров, ну, не только в России, во всем мире. Это уникальная горная выработка. Так что, кто здесь работал, может гордиться этим. Если я когда-то увижу где-то на картинке, ну, когда-то где-то кто-то вдруг покажет, я смело скажу, что я здесь работал. Карьер постоянно развивается, в динамике находится. Мы же отстраиваем карьер. Он все время в движении, весь процесс этот. Ну и мы вместе с ним растем, с карьером. «Карьер Удачный» занимает особое место в ряду месторождений акционерной компании «Алроса». Здесь было добыто множество крупных камней, в том числе и кристаллы, ныне находящиеся в Алмазном фонде России. Самым крупным камнем, добытым на трубке «Удачная», был алмаз Александр Пушкин. Сначала его хотели назвать «Нерушимый Советский Союз». Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что кристалл имеет трещины, и от этой идеи пришлось отказаться. И все же хрупкость добытого камня не помешала присвоить ему имя Пушкина в честь юбилея великого поэта. Сегодня специалисты Удачнинского ГОКа твердо уверены в том, что добыча сверхкрупных кристаллов еще впереди, поскольку после завершения открытых горных работ на трубке «Удачная» добыча продолжится подземным способом. Подготовка к строительству подземного рудника началась в 2001 году. Тогда Удачнинская геолого-разведочная партия Амакинской экспедиции приступила к бурению контрольно-стволовых скважин на промышленной площадке будущего рудника, недалеко от борта карьера. В 2002 году в Удачнинском ГОКе была создана дирекция строящегося подземного рудника «Удачный», которую возглавил Владимир Суслов. Технико-экономическое обоснование строительства подземного рудника, обучение специалистов и множество подготовительных работ было проведено в комбинате, прежде чем на опытно-промышленном участке 11 марта 2004 года прогремел первый взрыв и началась проходка 2 штолен. Началось строительство подземного рудника. Сейчас именно эти события стали главными в истории не только Удачнинского ГОКа, но и всего города. А 2005 год отмечен как год начала проходки скипового и вспомогательного вентиляционного стволов. Сегодня строительство подземного рудника «Удачный» является одной из приоритетных задач акционерной компании «Алроса». В июне 2014 года с участием президента компании Федора Андреева и представителей правительства Республики Саха-Якутия состоялся торжественный запуск первой очереди крупнейшей подземки. Эта новость прогремела на всю страну. В 2019 году проект предусматривает вывод подземного рудника на полную мощность с объемом добычи 4 миллиона тонн руды ежегодно.
И судя по разведанным запасам, еще в течение полувека приполярный город алмазодобытчиков будет давать драгоценную продукцию на благо республики, страны и компании «Алроса». Тем, кто уходит, закончив свою трудовую деятельность на заслуженный отдых, я бы пожелал, конечно, самое главное – это здоровье. Здоровье и еще раз здоровье. Вот, чтобы все сложилось у них там, на материке. Тем, кто остается, ну что, можно им пожелать удачи в труде, чтобы у них все было в порядке, чтобы работа была безаварийная. Поблагодарить коллектив «Карьера удачный» за все это время работы. Я думаю, мы отработали неплохо, достойно. Поблагодарить руководство Удачнинского ГОКа за взаимопонимание, взаимоподдержку. И также поблагодарить именно руководство компании. Молодым специалистам достойно продолжать начатое когда-то кем-то. В связи с закрытием карьера я бы хотел пожелать рабочим, которые отработали длительное время и собираются уезжать на заслуженный отдых, пожалуйста, им крепкого здоровья, успехов в отдыхе. А молодому поколению, которые хотят продолжить наши дела, успехов также, трудовых успехов. Коллектив у нас сохраняется. Мы переходим окончательно уже всем составом, так сказать, всем коллективом. Будем отрабатывать месторождение Зорница. Мы сейчас его отрабатываем, но объемы небольшие. На будущий год буквально уже объемы возрастают и по крыши, и по добыче руды. Вот. Ну и еще мы в этом году начали отработку рассыпного месторождения. На 5 лет мы будем отрабатывать рассыпное месторождение. Вот. Ну и в перспективе мы знаем, что Удачнинский комбинат будет разрабатывать месторождение Мунской группы. Там будет 2 карьера. Ну, естественно, что база, конечно, будет это состав карьера Удачной и Удачнинского комбината. В июне 2015 года решением заседания правления компании руднику «Удачный» было присвоено имя